Здравствуй, край родной! По прогнозу гидрометеоцентра на республику Коми надвигается каламбуря. Да, с первых минут эфира программы «Студия-11» начинаю поднимать вам настроение. Буквально через несколько минут вас ждет позитивный снегопад. Интересные знакомства и полезная информация. Обещаю, будет весело. А вот и анонс сегодняшних минуток подоспел. Внимание на экран. Многохубова картина об искусстве на болгарском. Осенняя рапсодия. Танцы на уровне региона. Шла Саша по шоссе. Вырабатываем четкость речи. Как говорится, если хочешь избавить своего ребенка от пороков человеческих, отдай его в художку. И он будет тратить все свои накопления и карманные деньги исключительно на холсты, краски и кисти. Тут уж точно на глупости денег не хватит. А еще будет знать о живописи все и за завтраками, обедами, ужинами рассказывать вам о художниках и их полотнах. Мы, кстати, о творцах и их шедеврах тоже рассказать хотим. В проекте «Язык искусства» представители автономии рассказывают о полотнах из коллекции Национальной галереи нашей республики на родном языке. И сегодня я предлагаю насладиться болгарской речью. Рем Николаевич Ермолин. Усилно се превърна в основна тема в продължение на много години. Картината изобразява репетиция на празника Горка, масивен, ярък и пъстър празник на селени на сцената на Дома на културата. Пред нас е групов портрет на колектива ансамбъл за песни и танци уселенски. Жителите на Север в национални носии са привлекателни и живописни. Облеклото им съчетава голяма декоративност. А теперь пробежимся по интернет-просторам. Чем же сегодня порадует всемирная паутина? Например, вежливостью японских автомобилистов. Ах, какая взаимопомощь! Глаза радуются, а сердце стучит чаще. Видео номер 2. Бриллиант в моей личной коллекции интернет-приколов. Все любят котиков, потому что они мягкие и милые. Но иногда эти пушистики делают все, чтобы их навсегда занесли в черный список и отобрали звание всеобщих любимцев. Посмеялись, а теперь давайте разомнем. Нет, не косточки, а наше серое вещество. Вот загадка. Она не слишком хитроумная, но зато позволяет узнать, насколько быстро вы соображаете. Готовы? Отлично. Представим, что вы отправились на задание. Проехали 5 километров на юг, затем 5 километров на восток, после 5 километров на север и оказались в том же месте, откуда начали свой путь. Во время своего путешествия вы видели медведя. Какого он был цвета? А пока вы думаете, немного информации о самой загадке. Эта задачка взята из вступительного экзамена в шпионское агентство Spectrum Secret Agency, в которое поступает девочка-гений Руби Редфорд, героиня книжек английской писательницы Лорен Чайлд. Ну что ж, тик-так, время идет. Пора бы и ответ узнать. Медведь был белого цвета. Поздравляю всех тех, кто с загадкой справился. Как мы поняли, что это именно северный мишка? Объясняю. Только на Северном полюсе, пройдя по маршруту 5 километров на юг, 5 километров на восток и столько же на север, можно оказаться в той точке, откуда движение начал. А на Северном полюсе бурых медведей не наблюдалось, поэтому белый. Озадачьте этой загадкой своих родных, друзья. А мы идем дальше. На базе колледжа культуры имени Чисталева прошел 8-й республиканский фестиваль-конкурс хореографического творчества «Осенняя рапсодия». Чем удивили членов жюри участники, узнала Анастасия Калмыкова. Полина, конкурс «Осенняя рапсодия» проходит уже 8-й раз. И я знаю, что каждый конкурс – это определенная тематика. Вот в этом году какая была? Это современная хореография и стилизация. Конкурс проводится 8-й раз, и до этого 7 лет
подряд проводился в очном режиме, а в этом году из ограничительных мер нам пришлось уйти в онлайн. Очень приятно, что руководители коллективов смогли нам помочь в этом, найти ресурсы, выходы из ситуации, прислать видео, и конкурс, слава богу, состоялся. А сколько было участников и какие районы участвовали? Очень приятно, что откликнулись очень много коллективов. Это 7 районов нашей Республики Коми. Сысольский район, Сыктывдинский район, Прилузье. Также города Республики Коми – это Усинск, Ухта, Сосногорск. В общем, количество приняло более 300 человек. Это очень радует. Очень приятно колледжу проводить этот конкурс и приглашать лучшие коллективы нашей республики. Конкурс завершен. Какие были подведены итоги и что можешь сказать ты в качестве организатора и педагога? Как оцениваешь участников? Так как в этом году была номинация «Современный танец», и целью конкурса было выявление танцевального мастерства современной хореографии и в стилизации. И, конечно же, узнать, сколько у нас одаренных танцоров в Республике Коми. И было очень приятно, что направленности современного танца работают у нас многие коллективы и интересуются ей. Также жюри отметило высокий профессионализм руководителей коллективов, их рвение к современной хореографии. В этом году председателем жюри была выпускница колледжа культуры Людмила Квасневская. Она является уже 10 лет руководителем танцевальной студии «Джем-шоу» в Москве. Также это была Татьяна Трофимовна Пупышева, заслуженный работник Республики Коми, и педагог гимназии искусств по народному танцу Харченко Елена Евгеньевна. Было более 300 участников. Я представляю, какое количество номеров пришлось отсмотреть и организаторам, и членам жюри. Достаточно кропотливую, трудоемкую работу они проделали. И есть ли тот номер, который лично тебе, Полина, понравился, который бы ты хотела отметить? На самом деле нельзя кого-то одного выделить из всех коллективов, потому что было очень приятно вместе с членами жюри просматривать эти номера. И у меня и такая внутренняя гордость за нашу республику, что у нас танцевальный уровень высокий. Кто же стал победителем? Это коллективы из Сыктывкара и Усинска. Здорово. Полина, насколько я знаю, что буквально 8 лет назад ты сама принимала участие в этом конкурсе. Теперь ты организатор. Какие эмоции ты испытывала в качестве участника и какие эмоции в качестве организатора? Конечно же, как участник, это рвение к победе, это показать свое танцевальное мастерство, все, что вложил в нас хореограф и постановщик, а как организатор, тут накладывается еще больше работы. Это учесть каждый коллектив, учесть репетиционный момент. А в онлайне это все организовать на видео. Это на самом деле очень сложно. Полина, спасибо большое за беседу. А колледжу желаю дальнейшего процветания, тем более, что в этом году ему исполняется 65 лет. Побольше талантливых и уникальных детей и молодежи. Спасибо. Спасибо большое. Защита дипломной работы или важного проекта, важное заявление для родных, встреча с партнером по работе или просто дружеские посиделки. Для того, чтобы быть в центре внимания в каждой ситуации, нужно хорошенько подготовиться. Опрятный внешний вид, хорошее настроение и четкая поставленная речь. Именно благодаря последней вас будут слушать, а что еще важнее – слышать. Займемся артикуляционной гимнастикой. Внимание на экран. Вам предстоит выступить перед публикой. Вы защищаете курсовую, дипломную работу или просто надо выступить перед людьми, сказать все правильно, грамотно, не только логически, но и так, чтобы каждый звук был на месте. Давайте с вами проделаем вот что. Для начала надуем щеки. Для чего мы это делаем? Просто потому, что в выговаривании звуков щеки тоже принимают очень активное участие. Итак, надули 10-12 раз. А потом обратно их вдули, так сказать, в себя. Тоже
тоже 10-12 раз. Непривычно, смешно, зато какое настроение хорошее. А затем покусали губы. Нижнюю губу. Верхнюю. Не надо до боли, не надо до крови. Надо так, чтобы разогнать кровушку. А теперь поочередно. Чувствуете, какой прилив. Можно даже потянуться, поцеловать себя в зеркало. Со звуком. Можно без. Здорово. А теперь надули губы и растянулись в улыбке с зубами. Еще раз надули без зубов. И не думайте, что это выглядит неэстетично. У нас другая цель. Нам надо размять речевой аппарат. А именно так называется вот эта часть вашего лица. И так проделали 10-12 раз губами. И еще раз поцеловали себя. Можно в зеркало, можно не надо. И не в зеркало. Самая ленивая мышца – это язык. И когда вы встречаете своих друзей, которые разговаривают лениво, и вы половину звуков не понимаете, подскажите им, что можно сделать следующее упражнение. Почистить зубы языком. Вот так. Поверьте, первое время доставляет неприятности, но как вам потом это упражнение будет нравиться, ведь вы его будете проделывать 10, 12, а то и 15 раз. Устал язык? И почистили в другую сторону. Здорово, вы себе поверить не можете. 10-15 раз. А затем вот такое упражнение. Называется укол. Держим подбородок, чтобы он у нас не гулял. И пытаемся язычком проколоть щечки. В одну сторону, в другую. Тоже 10-15 раз. Вы почувствуете, как не хочет, как сопротивляется ваш язык работать. Но если вы будете делать это упражнение и вообще все упражнения каждый день, ну хотя бы по 5 минут в день, ваш речевой аппарат будет вам благодарны. А уж как вам будут благодарны те, кто вас слушает, вы представить себе не можете. Бывают такие книги, от которых невозможно оторваться. Они заставляют читать себя половину ночи, и их совсем не волнует, что тебе, мой друг, завтра на работу. Но даже от интересных историй отдыхать нужно. Половина сегодняшней главы нашей программы рассказана. Ненадолго прервемся, чтобы глаза отдохнули, и продолжим чтение. Не переключайтесь. Мы вернулись. За несколько лет эфиров нам удалось собрать золотую коллекцию сюжетов. И она, конечно, постоянно пополняется. Что нового будет в следующей 10-минутке, узнаем через несколько мгновений. И вот анонс. В объективе зима, а может осень, красоты природного межсезонья. Уж полночь близится. Пиковая дама на коми-сцене. Человек-оркестр к юбилею легендарного худрука Ася Кыа. Вот и середина последнего месяца осени, но за окном, конечно, уже правит зима. Заснеженные города, села и деревни, люди, одетые в пуховички и замотанные шарфиком, да так плотно, что только глаза видны. Правда, столбик термометра до критических значений еще не падал, но ничего, все впереди. А пока минус небольшой есть, время полюбоваться красотами родного края. Чем и занялся печорец Игорь Триер. Раньше все хвастались своими телами, а теперь люди хвастаются антителами. Да-да, даже в такой серьезной проблеме, как ковид, наши соотечественники найдут над чем посмеяться. Тем не менее, вопросов о коронавирусе много, наверное, у каждого из нас. Самые популярные мы задали тем, кто стоит на передовой в борьбе с заразой.
Если после вакцины Ковивак нет антител, все зря или все-таки защита есть какая-то? Вакцина Ковивак – это значит, инактивированная цельновирионная. Соответственно, говорить о том, что там нет антител, это просто несправедливо. После каждой вакцины используются для определения значит, сформировавшегося иммунитета разные тест-системы. Как же приятно пересматривать фотографии, особенно когда они максимально передают атмосферу. Вот такие снимки сделал наш земляк Федор Иванов. Загадочную и мистическую русскую оперу «Пиковая дама» Чайковского, одно из величайших мировых творений, композитор сочинил в рекордные сроки – 44 дня. И вот уже 130 лет «Пиковая дама» восхищает и завораживает зрителей оперных театров по всему миру. С 21 ноября предпоследний шедевр Петра Ильича можно увидеть и в Коме. В Театре оперы и балета состоится премьера оперы «Пиковая дама». Все подробности узнаем у главного дирижера Театра оперы и балета Коми Романа Денисова. Роман, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, телезрители, здравствуйте, Алена. Очень рад находиться у вас здесь. Уже в золотом воскресенье. кресле. В золотом кресле для золотого человека. Ну, смотрите, воскресенье, 21 число. Да. Обратный отчет. Что же будет ждать зрителя на премьере? Хороший вопрос. Мы сами пока не знаем. Сейчас идет только монтировка декораций. Декорации очень масштабные. Это формат новый для нас. Формат очень сложный, но теперь мы можем использовать все технические новинки нашего театра. Это прежде всего очень хороший свет и очень хорошая мирового уровня видеопроекция. Помимо света и видеопроекции, вы сказали то, что это новый формат для Театра оперы и балета Коми. Что еще новенькое увидят постоянные зрители? Ну, во-первых, наконец-то мы увидим эту значительную оперу, которая не шла у нас очень и очень давно. Все-таки последняя постановка была в 1993 году. И Петровна Бабракова, наша главный режиссер и вдохновитель театра. И теперь через такое большое количество времени мы вновь обращаемся к этому монументальному, прямо скажем, монументальному, одному из самых значительных произведений русской музыки. Да, «Пиковой даме» уже более 100 лет. Актуальна ли она сегодня, по вашему мнению? Ну, в том-то и ценность произведения искусства, что актуальность никогда не уходит. Расскажите, пожалуйста, о главных героях, о тех, кто будет в этих героях воплощаться. Ну, все мы знаем сюжет Пушкина и знаем, что сюжет Чайковского, он очень сильно отличается от того, что написал Пушкин. Это прежде всего и внутренний мир героев, это и канва, это даже статус главной героини Лизы. Там она воспитанница, у нас это наследница богатого состояния. Вот. Главные герои воплощения. Во-первых, мы ждем нашу замечательную землячку Ольгу Георгиеву, которая отдала много лет нашему театру. Сейчас это звезда Санкт-Петербурга. И вот-вот она скоро к нам прилетит и начнет участвовать в финальных репетициях. Будем встречать. Гость из Москвы Николай Ерохин, ведущий солист театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Он будет представлять Германа. Это сложнейшая партия во всем теноровом репертуаре. Сложнейшая. Ну что ж, я думаю, вы так сейчас прорекламировали оперу, и думаю, даже без этой рекламы все бы очень хотели на нее посмотреть. Теперь-то все пойдут, наверняка пойдут. Тем более у нас пушкинская карта, не забывайте, что студенты могут воспользоваться такой возможностью и пойти на наш спектакль с помощью этой субсидии. Получается, для них это ничего не стоит. Пушкинская карта, пожалуйста, обращайтесь. Сайт госуслуги.ру. Роман, ну, наверное, не все пойдут, только те, у кого есть QR-код.
Да, безусловно. Кстати говоря, мы наконец-то работаем со 100% заполняемостью зала. Нам разрешили 100%, но с очень серьезными ограничениями. Нужно иметь QR-код. QR-код, паспорт Это на самом деле, да, паспорт надо иметь с собой. Это все очень быстро. Сейчас у нас уже отлажена система проверки. Это занимает мгновение. Но теперь мы знаем, что наша зона безопасна, ковид-фри. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли. Безопасной вам оперы, как говорится. И будем рады посмотреть, наконец, на этот шедевр Чайковского. Мы уже предвкушаем. Сегодня, 16 ноября, исполнилось бы 80 лет со дня рождения легендарного худрука государственного ансамбля «Асьяке» Виктора Морозова. Профессионала с большой буквы. Именно он создал тот неповторимый облик нашего национального коллектива, который любят зрители не только Коми России, но и разных стран мира. Все программы Виктора Морозова входят в золотой фонд «Асьяке», а сам ансамбль носит его имя. Репортаж Елены Красильниковой. Все знали, что Морозов сибиряк, но здесь, в республике, считали своим. И фамилия, и внешность, а главное – глубокое понимание коми-культуры. Он даже родился не просто в Томской области, а в ее Зырянском районе. В Коми Виктор Морозов приехал в 1974-м. В коллективе, который позже назовут «Асьяке», было всего 35 человек. Многие песни исполнялись на русском языке. Новый худрук немедленно это исправил. Коми-национальный коллектив и звучать должен на коми. А еще Морозов, по словам артистов, перевернул их мир. Балет запел, а хор начал танцевать. Балет мы петь не умеем. Что это такое? Вот. Но мы запели. Он смело шагнул за штатное расписание ансамбля. Создал оркестр, позже вокальную студию и даже выбил ставку преподавателя коми-языка. С ним редко спорили. Не потому, что худрук отличался характером упрямым, иногда невыносимым, но прежде всего потому, что Морозов – профессионал с большой буквы. Это глыба, художественный руководитель, таких, очень мало. Я ему помогал, танцы в кабинет. Он меня заводит, ну-ка давай дробушку. И так, вот это вот, давай иди, говорит, показывай. В 1978-м коллектив признали лучшим в стране. Он стал лауреатом первой степени Всесоюзного конкурса профессиональных народных ансамблей. Председатель жюри Игорь Моисеев отметил особый стиль коми-коллектива – современное прочтение фольклора. После победы ансамбль обрел имя «Асьяке» «Утренняя заря» и потерял Морозова. Он уехал в Хабаровск, говорили, не нашел понимания наверху. В Сыктывкар его пригласили спустя 10 лет после чехарды с худруками. Мне кажется, он был добрейший человек на самом деле. Но то, что касается творчества, там он был достаточно строг и к исполнителям, и к музыкантам оркестра, естественно. То, что касалось художественной отделки. Виктор Морозов вернулся в разгар перестройки в 1988-м. Известные народные ансамбли страны разваливались. Огромными усилиями «Асьяке» удалось сохранить. В это время худрук открывает новый жанр – концерт-спектакль. Не набор номеров, а захватывающее действие с единой сюжетной линией. Таежная сказка, Уссосольские святки, многоцветие севера. Дотошный, внимательный к деталям, он много часов проводил в библиотеках, архивах, общался с учеными Коми-научного центра, погружался в материал с головой. Зайдешь, бывало, к нему в кабинет, а у него стопы книг по истории, по искусству коми на пианино, на столе, на стульях. Настолько он скрупулезно относился ко всему, чтобы это было правдоподобно, чтобы не было фальши. Программа «Многоцветие севера» стала для него последней. Он ушел рано, внезапно, стремительно, оставив 9 программ, созданных на Коми-земле. Все они входят в золотой фонд государственного ансамбля «Асьяке». И даже в новых проектах легендарного коллектива чувствуется дыхание Виктора Морозова. Он делал свою программу действительно даже не на 10 лет вперед,
а мне кажется, даже на 100 лет вперед. Они всегда будут актуальными. Даже вот если сейчас посмотреть, все самые значимые, самые весомые программы – это его работа. Недаром имя этого гениального человека носит наш коллектив. Смотрите документальный фильм «Таежная сказка» Виктора Морозова 16 ноября в 20:00 на Юргане и 17 ноября в 17:45 на ОТР. Вот и все. На сегодня Лукошко с историями опустела. Пора бы отправляться на поиски нового материала. Спасибо вам, друзья, за чудесную компанию. С поднятым настроением покидаю телеэкран. Увидимся в эфире. Пока-пока.